В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 13 марта? Честь и память. Каждая из них – живое воплощение силы духа. Матерям погибших участников СВО вручили медали, благодарственные письма и подарки. Контроль качества. Покупатель не может быть уверен на 100%, годится ли его продукт из корзины для употребления. В продуктовых магазинах Грозного прошли рейды по выявлению просроченных товаров. ТЮЗ дарит сказку. Спектакль демонстрируется на родном языке. Театр юного зрителя организовал благотворительный показ спектакля «Волк и олень» для детей-сирот и полусирот. Итак, начнем с важного. Глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале сообщила о встрече Апти Алаудинова с жителями освобожденного населенного пункта Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. Политик отметил, что командир спецназа Ахмата, заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, убедился, что эвакуированные из-под обстрела люди теперь находятся в полной безопасности. Жители с глубокой благодарностью встретили освободителей, искренне радуясь тому, что избавились от неонацистской оккупации. Трогательным моментом стал подарок командира маленькой девочки. Вот, пожалуйста, наши мирные жители, которые действительно настрадались за эти месяцы. Так что, я честно скажу, вот это вот. У нас тут есть очень красивая девушка. Вот она, представьте себе, тоже провела 7 месяцев вот в этой тяжелой обстановке в Казачьей Локне. Вот она Мира. А Мира, она у нас буквально недавно справила свой день рождения. Мне буквально недавно одна девочка подарила вот такую игрушку. Вот, даже тут написано, видишь как? Апти. Видишь, Z сзади. Вот я решил ей вот, хоть с запозданием, но сделать такой подарок. Поэтому пусть вот тот ребенок, который мне отправил эту игрушку, знает, что эта игрушка вот ушла в руки вот такой красивой девочки. Вместе с тем Рамзан Кадыров сообщил об успехах в Сумской области, где группа операторов батальона «Запад Ахмат» Минобороны совместно с бойцами отдела МВД по Курчалоевскому району под руководством Рустама и Исмаила Агуевых выявили опорных неонацистов и атаковали его. В обращении к подписчикам политик разъяснил, что FPV-дроны, умело направленные нашими бойцами, точно поразили цели и разнесли в щепки укрытия ВСУ. Они также вывели из строя ретрансляторную вышку, используя дрон «Камикадзе». Мы гордимся и радуемся тому, что есть женщины с сильным духом, воспитывающие героев Родины. Об этом отметили на мероприятии в Комитете семей воинов Отечества в Чеченской Республике. Организаторы вручили медали, благодарственные письма и подарки матерям, чьи сыновья погибли в ходе СВО. Репортаж Мадины Нусалчиевой. К сожалению, специальная военная операция для Чеченской Республики не обошлась без потерь. Все ушедшие в праведный мир навсегда останутся в памяти людей как настоящие герои. Однако есть те, для кого теперь каждый день как один большой подвиг. Такие же воинственные и отважные, воспитавшие достойных сыновей, мамы. Выразить им свою благодарность в здании администрации Натеречного муниципального района селения Знаменское собрались представители Комитета семей воинов Отечества, Народного фронта и регионального отделения политической партии ЛДПР. Мы специально приехали выразить благодарность матерям, чьи сыновья защищают нашу Родину. Мы горды и рады тем, что среди нас есть такие сильные духом женщины. Мы не забудем тех, кто отдал жизнь, исполняя воинский долг.
6 матерей, такие разные, но объединенные невидимой нитью боли и стойкости. Сказав все слова благодарности, их просят выйти для получения медалей матери защитника Отечества, благодарственных писем и подарков от всех 3 организаций. Оказавшихся в такой же ситуации Кисирот Эль-Букаева призывает просить у Всевышнего терпения. Их боль и утраты часто остаются невидимыми для общества. В свою очередь, руководство Чеченской Республики заявляет, что сделает все, чтобы они не чувствовали себя покинутыми и забытыми. Каждая из них – живое воплощение силы духа. Они не только пережили горечь потери, но и стали настоящими символами надежды, проповедуя любовь и мир. В их глазах можно увидеть океан глубокой трагедии, но вместе с этим светлое желание сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины. Мадина Нацалчиева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Одну из улиц Грозного назовут в честь прославленного спортсмена Бувайсара Сайтиева, легендарного 3-кратного олимпийского чемпиона. Такое решение принял глава Чеченской Республики. Имя вольника будет носить улица в Ахматовском районе столицы. Там же скоро состоится открытие Республиканского центра спортивной борьбы, который также будет носить имя Бувайсара Сайтиева. Сейчас работы на объекте находятся на финальном этапе. Министр образования и науки провел совещание с учителями и руководителями районных управлений образования. В ходе обсуждения Хошбауди Дааев затронул важные вопросы реализации проекта «Про чтение». Он направлен на развитие читательской грамотности среди обучающихся. Также рассмотрены аспекты внедрения средневзвешенной системы, которая поможет обеспечить объективную оценку качества образования в регионе. Вот этот проект, который мы назвали «Про чтение», если при грамотной, правильной реализации этого проекта, мы ждем от него хороших результатов. Более того, есть школы, целые районы, в которых по итогам уже первых нескольких месяцев есть определенный результат. Даже родители скидывают нам хорошие результаты изменений своих детей. Учителя разделились у нас чуть-чуть на 2 лагеря. Это часть учителей, которые одобряют, и часть, конечно же, здесь подчеркивают, жалуются на увеличивающуюся нагрузку. Проект, прежде всего, для наших школ, он пилотный проект, хотя предыдущие годы в советское время тоже был урок чистописания и так далее. Благодарность и вероломность, добро и зло – все эти сложные темы даже для взрослых людей были затронуты в детской интерпретации. В Театре юного зрителя состоялся благотворительный спектакль «Волк и олень» для детей-сирот и полусирот. Захватывающий сюжет, талантливая игра актеров и прекрасная музыка создали незабываемую атмосферу. Как дети восприняли эти вечные, но простые истины, выяснял Турпал Тайсумов. Дети проходят в зал и занимают места. Все они в ожидании представления на сцене. Сегодня это постановка «Волк и олень» по мотивам эстонской сказки. А зрители – это ребята из Ахматовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Педагоги рассказывают, такие походы полезны всегда. На самом деле мы часто уезжаем в разные мероприятия, связанные с театром. Детям бывает интересно. Потом мы обсуждаем разные их реакции, эмоции. На сцене включается свет, герои сказки начинают свою историю. По словам директора театра юного зрителя Ахмедхана Макаева, демонстрация детям представлений всегда вызывает особые чувства. Актеры стараются вовлечь юных зрителей в повествование и зарядить их положительными эмоциями. В рамках таких благотворительных показов мы, конечно, стараемся привлекать из одних и тех же учреждений наших юных зрителей, чтобы у них была возможность ознакомиться со всем репертуаром нашего театра, потому что у нас действительно есть что посмотреть. У нас задача регулярно проводить на ежемесячной основе подобные мероприятия. История разворачивается вокруг лесных жителей. Волк просит помощи у оленя после того, как попадает в беду, но нарушает свое обещание не трогать травоядного после спасения, попытавшись его съесть. Спектакль демонстрируется на родном языке, чтобы все прониклись сюжетом. Многие видели одноименный мультфильм.
Но живая игра актеров на сцене – это непередаваемые эмоции. История заканчивается примирением после вмешательства медведя и других животных. Детям было интересно, смех и аплодисменты подтверждают это. Но главное, они поняли мораль сказки, переданной на сцене. Волк сначала был злым, потом ему помогли стать добрым. На этом веселье не закончилось. В честь священного месяца Рамадан по инициативе руководителя модного дома Фирдаус Айшат Кадыровой герои спектакля передали юным зрителям рюкзаки, наполненные сладкими подарками, а затем им провели памятную экскурсию по театру. Турпал Али Тайсумов, Шамсуди Джабраилов и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В продуктовых магазинах Грозного провели рейды по выявлению просроченных товаров. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Роспотребнадзора проверили наличие просроченной продукции и довели до владельцев информацию о недопустимости реализации товаров, потенциально опасных для здоровья. Репортаж Медины Мударовой. Каждый выход в магазин – игра в рулетку. Покупатель не может быть уверен на 100%, годится ли его продукт из корзины для употребления. Просроченная молочка, консервы, а порой и детское питание – все это может подорвать здоровье и безопасность семьи. Чтобы не допустить такого на прилавках местных магазинов, Роспотребнадзор по Чеченской Республике регулярно проводит продовольственные рейды. На этот раз они пришли в центральном городском рынке Беркат. Пока сроки все нормально. Продукты питания нормально у них. Большинство магазинов соблюдают правила, но ложка дегтя все же присутствует. Нередко сотрудники находят товары с истекшим сроком годности или неправильной маркировкой. Срок годности, мониторить, что-то просроченный срок годности продукции, контроль ретеншн, контроль. По итогу продавцам были даны рекомендации по недопущению к продаже продуктов питания с истекшим сроком годности, а также соблюдению санитарного законодательства. В случае выявления повторного нарушения требований санитарного законодательства, согласно 248 федеральному закону, лица, допустившие, будут привлекаться к административной ответственности в зависимости от нарушения. Несмотря на то, что ситуация с просрочкой стоит на контроле, потребителям все же рекомендуется быть бдительнее при совершении покупок и сообщать о фактах продажи просроченных продуктов в соответствующие органы. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Нижний Новгород спецбортом МЧС из Чеченской Республики доставлены пострадавшие в результате хлопка газовоздушной смеси. Инцидент произошел 8 марта в хозяйственном магазине в Аргуне. 2 ребенка и 1 взрослый получили ожоги и нуждались в высококвалифицированной медицинской помощи. Поэтому было решено отправить их в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета. Для этого был привлечен борт МЧС, оснащенный специальным медицинским оборудованием. Во время полета пациентов сопровождали специалисты Минздрава России. Учитывая тяжесть состояния, пациенты были госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации ожогового центра, где, соответственно, продолжили необходимое интенсивное лечение наши врачи. Всех пациентов мы сегодня перевязали. По детям, да, тоже была выполнена перевязка, уточнена глубина и площадь поражения. Была выполнена бронхоскопия диагностическая и санационная, и было принято решение их уже экстубировать. Они сейчас находятся на самостоятельном дыхании с поддержкой кислородом, но пока продолжается еще медикаментозный сон, соответственно, пока состояние тоже расценивается как тяжелые. Ну и наиболее, конечно, тяжелый пациент – это вот мужчина с площадью поражения 80% поверхности тела. Он не просто был перевязан, он был взят в операционную, учитывая то, что у него имеется термоингаляционное поражение мягких тканей лица, шеи, была наложена трахеостома, то есть перевод пациента с трубы на проведение искусственной вентиляции легких через трахеостому, что сейчас и продолжается. Также была выполнена диагностическая и санационная бронхоскопия. И вот, учитывая глубину и площадь поражения, пациента была выполнена достаточно массивная тангенциальная нефректомия. Это оперативное вмешательство с помощью дерматома иссякаются нежизнеспособные ткани, которые получаются в результате ожогов, и, соответственно, были выполнены перевязки с современными перевязочными материалами. Вот такое оперативное вмешательство на достаточно больших площадях позволит нам быстрее стабилизировать пациента, уменьшить его интоксикацию и, соответственно, создать условия для улучшения микроциркуляции в тканях, ну и, соответственно, те ожоги, которые поверхностные, постараться, чтобы они максимально быстро у нас эпитализировались.
И напоследок, в Грозинском аэропорту торжественно приветствовали чеченского спортсмена Магомеда Эми Эльтемирова. Он стал победителем первенства Европы. Встречали обладателя золота родные и близкие тренеры. Соревнования проходили в албанском Тиране. Он провел 5 поединков и уверенно одержал победу в каждом из них с общим счетом 53-2 в пользу нашего борца. О триумфе Турпал Али Тайсумов. Молодой борец Магомед Эми Эльтемиров блистательно выступил на первенстве Европы Ю-23 в категории до 70 килограмм. По пути до финала наш спортсмен уверенно победил 4 соперников, а в главной схватке не оставил и шанса борцу из Азербайджана, одержав победу со счетом 11-0. Ой, хорошо подлавливает его здесь, вынужден вообще на краешке уйти в опасное положение. 5-0. И в Чеченскую республику отправляется золотая медаль чемпионата Европы. В терминале аэропорта Грозного находятся друзья, родственники и, конечно же, тренера, в том числе те, кто лично готовил юного мастера контактного вида спорта. По их словам, для Магомеда Эми была поставлена задача просто быть собой, а то, что он вернется победителем, не вызывало сомнений. Нам показалось, что он готов уже на более высоком уровне показать результат. Мы знали, что он здесь, если будет в форме, без травм, что он должен легко пройти эти соревнования. Сейчас будем смотреть дальше, работать, да, чтобы все получилось так, как задумано. И вот объявляется посадка самолета с безоговорочным победителем на борту. Триумфатор через несколько мгновений будет здесь. Собравшихся много и все со счастливыми лицами. Ведь в копилке региона очередное золото. С медалью чемпиона на груди Магомед Эми проходит в зал ожидания, где его приветствуют бурными овациями. Свой успех он посвятил ушедшему в праведный мир трехкратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Буайсару Сайтиеву. выиграть дуак-до, кайга дуак-до. А сега элерез Буайсар далге штуалцен далде алвалез цен посетитель. Это очередная победа в послужном списке молодого человека. Впереди его будут ждать обильные тренировки для подготовки к другим выступлениям. При этом он уже стал примером для тех, кто только начал ходить с ним на одни физические занятия. Турпал Али Тайсумов, Шамсудин Джабраилов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.